Мендут, дорогие друзья, на прошлом занятии мы с вами изучили некоторые глаголы или слова, описывающие определенные действия. Давайте повторим их сегодня вместе на этом очередном нашем занятии по изучению родного языка. Итак, бичхэ, 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 писать. Надо сказать, что все калмыцкие глаголы или слова, описывающие определенные действия, оканчиваются на букву «х», после которой обязательно есть неясный гласный. Больше я отмечать их в данном случае не буду, поэтому все те гласные, неясные гласные, которые есть в этих словах, вы должны уже запомнить и примерно знать. Бичх — это писать, умшх, умшх, умшх — это читать, келих, келих. Давайте вспомним, что на прошлом занятии мы уже говорили о том, что буква «л» во всех исконно калмыцких словах будет прочитываться очень мягко. Келих, как будто бы здесь между буквой «л» и буквой «х» есть такой маленький невидный мягкий знак. Келих — это говорить. Хелях, когда есть у нас в одном слове две гласные, идущие как гласная, потом согласная и снова гласная. Гласной в данном случае будет буква «э», согласной будет буква «л», и «э» будет гласной. Вторая гласная всегда протягивается чуть дольше. Халях — смотреть, осматривать, вот так вот беглым таким взором. Халях — это смотреть, осматривать. Идх, идх — это есть, кушать. Ух — пить, выпивать. Ух — пить, выпивать. Сух — сидеть. Сух — сидеть. Сух — сидеть. Кевтх, кевтх — это лежать. Кевтх — лежать, ложиться. Йовх — идти, отправляться, уходить куда-то. Йовх, йовх — уходить, отправляться куда-то. Гюх — бежать. Гюх, гюх. Еще раз напомню вам всем о том, что две буквы одинаковые, когда стоят в одном слове, их не нужно прочитывать как гюх. Нужно протягивать эти буквы очень долго. Гюх — бежать. Авх — брать, получать. Авх — брать, получать. Авх. Эгх — отдавать что-то, давать что-то. Эгх — отдавать. Эгх. И еще два слова, которые мы изучили на прошлом занятии. Это бох — завязывать, связывать что-то. Бох. Бох — завязывать, связывать. Телех — снимать, развязывать, что-то распутывать. Телех — снимать, развязывать или распутывать. Телех. Вспомним еще три глагола или слова, обозначающих какие-то действия, которые мы изучили на самом первом нашем уроке. Это слова эх — греть, согревать что-то, себя, руки или ноги. Гаран эх, например, это согревать руки. Кёлян эх — это согревать ноги. Биян эх — это согревать себя. О другом, например, о воде, какой-то пище, мы эх не говорим. Это слово конкретно касается нашего с вами тела, но это мы рассмотрим чуть позже еще. Угах, как я уже говорил, если у нас есть гласная, согласная и снова гласная, то вот эта гласная, вторая гласная будет протягиваться чуть дольше. Угах — мыть, стирать, отмывать. Сонсх — слушать. На прошлом занятии мы также изучили три таких важных модальных слова, которые имеют значение «нужно», «необходимо», «обязан» или «хорошо бы было» или «должен», но с пожеланием, с оттенком пожелания. Это слова «керекте», «зövте» и «йоста». Надеюсь, вы все составили предложения по этим словам, и поэтому сегодня я лишь напомню о том, как составляются эти слова. Ця — это у нас чай, как мы помним с прошлого занятия. Ух — это пить. И керегете — это значит
нужно, необходимо. Це ух керекте. Нужно выпить чаю. Це ух керекте. Повторяйте за мной, сидя у экранов своих ноутбуков, компьютеров или телефонов, и это будет способствовать тому, что вы будете ломать свой язык и произносить калмыцкие звуки, калмыцкие слова, и ваш речевой аппарат, и зубы, и гортань, и горло, и малый язычок, и все остальное будет привыкать к произношению калмыцких слов. Це ух керекте. Нужно выпить чаю. Хот – это пища, идх – это есть, зёвте – это правильно, хорошо, должен, с оттенком пожелания. Хот идх зёвте, хот идх зёвте, хот идх зёвте – должен, с оттенком пожелания это происходит, съесть еду. Когда мы переводим с русского на калмыцкий или с калмыцкого на русский, то положение слов в наших фразах и предложениях всегда меняется. Поэтому хот итх зёвте мы говорим на калмыцком, где первым главным будет информация о том, что есть пища, хот, что ее нужно съесть, итх, и только потом, как это нужно сделать. Зёвте — это значит должен, с оттенком пожелания. Правильно было бы, хорошо бы было, если бы этот человек съел пищу. И последнее предложение, которое вы точно так же, как и я сейчас пишу это здесь, могли составить с той стороны экрана. Ödümük avh yosta. Что это будет значить? Ödümük — это хлеб. Авх — это брать, принимать. Йоста — должен, обязан, то есть что-то такое, чему нужно непременно подчиниться. Закон, традиция, обычай, йосн, как мы помним с прошлого занятия, это закон, традиции или обычай. Традиция или обычай. Так вот, ödümük avh yosta здесь будет иметь значение обязан. Просто вот вообще никак, ни в коем случае ничего другого не нужно, кроме как именно сделать так. Ödümük — это у нас хлеб, авх — это брать или принимать, и йоста — это значит должен, обязан. И таким образом вот эта фраза будет переводиться обязан взять хлеб. Вот сейчас мы рассмотрели всего лишь 3 примера, вы могли составить их гораздо больше. Я не могу посмотреть то, что вы сделали у себя дома, а поэтому мы перейдем к тому, что начнем объяснять, как же сделать повелительное наклонение или заставить кого-то сделать что-то. Представим себе, что у нас с вами есть ровесник или близкий по возрасту человек, который что-то не делает, и мы должны заставить его что-то сделать. Вот здесь мы снова вспомним о том, что каждое калмыцкое слово образуется посредством вот этой вот схемы. Это паровоз, который тянет за собой вагоны. В данном случае, говоря о глаголах, то исходная форма глагола, которая не имеет ни лица, ни какого-то временного оттенка, это бичх, например, писать, умшх читать, кельх говорить, халях смотреть, итх есть, ух пить, сух сидеть, кевтх лежать, йовх идти отправляться, гюх бежать, авх принимать, йокх. Вот то, что они оканчиваются на букву х, мы, как говорили уже на прошлом занятии, имеют свою основу. Давайте рассмотрим ее на примере слова бичх. Вот давайте я сюда записываю основу этого слова, бич. И здесь, как вот показатель как раз-таки того, что это безличная форма, основная форма глагола, или инфинитив, как называют, это слово не нужно вам запоминать, оно будет как раз-таки одним из суффиксов этого слова, бичх. Для того, чтобы сказать ровеснику или равному с нами по возрасту, или близкому с нами по возрасту человеку определенные какую-то информацию, заставить его что-то сделать, мы просто должны в слове бичх убрать букву х. Бич. Здесь будет бич. И здесь я уже должен буду отметить неясные гласные. Бич — это пиши. Пиши сейчас же. Умш — это читай. Кель — это говори. Халя — это смотри. Ид — это ешь. У — это пей. Су — это сиди. Кевт — это лежи.
Йов — это иди, отправляйся. Гü — это беги. Ав — это бери. Ög — это отдай. Бо — это завяжи, свяжи что-то. Тяли — это сними, развяжи что-то. То есть избавь от чего-то. Это согрей себя. Уга — это помой. Сонс — это слушай. Таким образом, мы поняли, что все в калмыцком языке совершенно просто. Для того, чтобы заставить своего ровесника или близкого по возрасту нам человека что-то сделать, мы можем сказать только основы этих слов. Бичи, умши, кели, халя и так далее. Для людей старше по возрасту, как мы знаем, в русском языке мы добавляем туда такой вот суффикс, который называется «те». Например, «читай те», либо к группе людей мы обращаемся, либо к человеку старшему по возрасту. Например, «читайте», «пишите», «говорите», «смотрите» и так далее. Вот этот вот «те» в калмыцком языке достаточно близок к русскому, и он обозначается суффиксом «тн». «Тн» — это суффикс, который образовывает от глагола повелительное наклонение, обращенное либо к небольшой или достаточно большой группе людей. То есть, если несколько человек сидит и нужно что-то заставить их сделать, то нужно использовать именно этот суффикс «тн». Вот здесь между буквой «т» и «н» у нас будет такой вот небольшой полуслышный неясный звук. Вообще, если мы будем углубляться в фонетику калмыцкого языка, то 20 уроков, которые мы сейчас посвящаем общему изучению калмыцкого языка, будет мало на одну фонетику. В университете она изучается 2 семестра. Один семестр основы, а другой семестр уже очень углубленно. Представьте себе, сколько понадобится нам времени, чтобы все особенности этой фонетики изучить на наших занятиях. Мы не будем вдаваться в подробности этого всего, потому что и в комментариях многие люди пишут о том, что вот здесь бы нужно было так, вот здесь было нужно так. На самом деле, я считаю, что мы должны дать сначала самые основы, научить людей говорить, научить людей изъясняться на родном языке. А потом уже для тех, кто захочет более углубленно изучать родной язык, можно будет какие-то отдельные курсы уже в индивидуальном порядке посещать и изучать какие-то особенности нашей фонетики. Итак, если мы обращаемся к группе людей или к человеку старшему по возрасту, то мы должны добавить в русском языке суффикс «те», «пишите», «читайте», «говорите», то в калмыцком языке это будет суффикс «тн». «Бичтн» — «пишите», «умштн» — «читайте», «кельтн» — «говорите», «халятн» — «смотрите», и «тн» — буквы «х» уже не будет здесь. «Итхтн» нельзя говорить, «ухтн» тоже нельзя говорить. Буква «х» у нас исчезает, так как она один из таких же очередных прицепов к нашему основному этому паровозу. «Итн» — это значит «кушайте». «Утн» — это «пейте». «Сутн» — садитесь, присаживайтесь. «Кевтн» — это значит «ложитесь, прилягте». «Йовтн» — идите, отправляйтесь. «Гютн» — бегите. «Автн» — берите, принимайте. «Öktн» — отдавайте что-то. «Ботн» — это значит завязывайте, связывайте что-то. «Тяльтн» — снимайте или развязывайте что-то. «Этн» — это согревайте что-то. «Угатн» — помойте или отмойте что-то, или помойтесь. «Сонгстн» — это значит слушайте. «Цяутн», например, это значит попейте чаю. «Хотыиттн» — это будет покушайте еду. «Ödümük аутн» — возьмите хлеб. Вот когда мы говорим «аутн», то здесь уже вот эти слова «керекте», «зёвте», «йоста» не используются. Мы говорим только о коротких фразах, которые нужно. Итак, мы с вами научились говорить сейчас по отношению к своим ровесникам, как нужно это сказать, и по отношению к группе людей или к людям старшего возраста. Бичи — это пиши, бичтын — это пишите, умши — это читай, умштын — уже без буквы «х» — это значит читайте, кели — это говори, кельтын — это говорите, халя — это смотри, халятын — это смотрите, ид — это ешь по отношению к ровеснику, и тн — это кушайте, вкушайте, ешьте, будет значить. Ух — у — это значит пей, утн — это значит пейте, су — это сидеть, сиди, сутн — это сидите, кевт — это лежи, ложись, то кевтн — это будет
ложитесь, йовтен, гютен и так далее. Вот так мы с вами разобрали то, что я обещал на втором нашем уроке. Хотел сказать, что мы с вами изучили на прошлом уроке прощание калмыцкое, которое звучит как «сен бетен». Вот здесь мы можем увидеть с вами, что «сен бетен» — это как раз-таки слово, образованное по тому самому сценарию, о котором я сейчас только что сказал. «Сен» — это «хорошо», или хороший, хорошая, хорошее. У нас у калмыков нет такого понятия, как женский род, мужской род, средний род. Поэтому сен — это вообще в целом хорошо, как нечто благое, приятное, хорошее. А бетен происходит от глагола бех. Если вы помните, мы изучали с вами на самом первом занятии слово берн — здание, помещение. Так вот, берн и слово бех однокоренные, потому что давайте сейчас запишем их и разберем. Бех — это быть, пребывать, находиться, жить, кстати, тоже бех будет. Если мы будем кому-то говорить, например, живи или будь здесь, пребывай здесь, где-то на поверхности земли или где-то еще, то мы скажем своему ровеснику бе, живи, будь здесь, пребывай здесь, находись здесь. Тогда как старшему мы скажем, или группе людей мы должны говорить бетен. А берн имеет такой же самый корень, как и слово бех, то есть это некое помещение, где пребывают или находятся люди. Поэтому, когда мы говорим «сен бетен», это значит «будьте» или «бывайте в благе» или «хорошо пребывайте там, где вы находитесь», в своем берн. Вот такая история с разными этими глаголами есть в калмыцком языке. Тема эта достаточно легкая, и изучить ее очень-очень легко и просто. Я не думаю, что это должно пугать, но вместе с тем я хочу отметить, что мы уже знаем достаточно много слов, умеем их склонять, изменять их основы и делать из них какие-то предложения, то есть озвучивать какую-то информацию. На самом деле это очень круто, потому что мы садились за экран своих компьютеров, ноутбуков или телефонов, не зная родного языка. Ну, по крайней мере, мы считаем, что учим людей с нулевым знанием калмыцкого языка. На самом деле вы можете какие-то фразы и знать даже. Таким образом, получается, что мы уже можем с вами сказать, что нам нужно сделать, что мы можем сделать, должны сделать с оттенком пожеланий, и что мы обязаны делать. Мы можем говорить эти слова. Я думаю, что вы, сидя дома у себя, уже проговаривали эти слова, когда шли пить чай, ложились на кровать, на диван и так далее. Поэтому сейчас мы уже знаем достаточно много для того, чтобы хоть как-то изъясняться друг с другом. Дорогие друзья, на прошлом занятии мы с вами изучили совместный падеж. Мы тоже повторим его сейчас. И повторим так, чтобы не полностью перечислять все слова, которые мы говорили на втором уроке, иначе это будет просто повторение и лишняя потеря времени, а просто на некоторых примерах рассмотрим, как работает у нас совместный падеж. Совместный падеж значит с кем-то или с чем-то. Вот давайте приведем пример. Савынгта, савынгта, савынгта. С мылом или мыльный, значит это. Улта — с горой или горный, гористый. Өрте — с айратом, эмте — с лекарством. Итак, это был совместный падеж. Я просто напомнил о том, как он образовывается. Сейчас мы изучим дательно-местный падеж. Вот такой вот странный падеж. Мы в русском языке знаем, что есть дательный падеж, который отвечает на вопросы кому, дать кому или чему. В калмыцком языке он обозначается понятием дательно-местный падеж, потому что он, кроме того, что объясняет, кому или чему что-то нужно дать, он также и обозначает местонахождение кого-то или чего-то в пространстве. Дательно-местный падеж калмыцкого языка образовывается посредством присоединения к основе слова, которое мы будем представлять с вами как паровозик, уже известный нам, с кучей вагонов, которые являются суффиксами.
Вот суффикс дательно-местного падежа имеет две разновидности – «д» и «т». «Д» — это суффикс, который используется с самым большим количеством слов. Практически со всеми словами калмыцкого языка в основном используется суффикс «д», тогда как слова, заканчивающиеся на буквы «в», «с», «г», «р», «д» и «т», будут использовать суффикс «т». Здесь есть тоже неясный гласный, потому что в тодобичик, в старину, когда мы еще пользовались этим письмом, они звучали как do и to. Похоже очень на английский to, например, give to my friend, например, да, to. Но здесь to было, и здесь было do. Когда эти буквы редуцировались, в калмыцком языке остались вот такие вот суффиксы д и т. Давайте рассмотрим уже знакомые, известные нам слова с присоединением этих суффиксов. Например, слово «одн» было «звезда», «однд» будет «звезде», то есть дать кому-то или чему-то звезде. «Однд» или по направлению к звезде, или на звезде. Ну, на звезде, наверное, быть сложно, потому что это горящая такая вот яркая. Ну, например, где-то, в принципе, это возможно. Для того, чтобы проиллюстрировать это правило, я сейчас даю такой пример. «Үдэнды» — «двери». «Үдэнды» — «двери». Вот здесь обязательно мы должны ставить неясные гласные. Не «однд», а «однд». Звезде «үдэнды» — «двери». «Улды» — «горе». «Йоснд» — закону, традиции, обычаю или тому, чему мы должны или обязаны подчиняться. «Хотд» — пище, еде. «Үгд» — слову, словам. «Көгілджіргінді» — голубю. Давайте повторим еще раз это слово, потому что оно очень сложное в калмыцком языке. «Көгілджіргінді» — это будет голубю. Ну, здесь я тоже могу поставить сейчас все неясные звуки, которые мы должны будем произносить, но на письме не отражаем. И теперь рассмотрим несколько примеров из знакомых нам уже слов, которые будут как раз-таки иллюстрировать, что слова, оканчивающиеся на определенные согласные, это буква «в», причем не во всех словах, это достаточно сложно, и поэтому сейчас на наших занятиях мы этого касаться не будем. Однако есть слова, которых буква «в», есть слова, оканчивающиеся на букву «в», в которых есть окончание «д». Это связано с тудобичик, с древней письменностью. Я чуть позже об этом все-таки немного расскажу. Итак, вот слово «оср» оканчивается у нас на букву «р». Как мы видим, В, С, Г, Р, Д и Т будут иметь окончание в дательно-местном падеже суффикс Т. Поэтому осрт — шнурку, үзкт — букве, дектрт — книге. А теперь давайте представим, что у нас ситуация, когда бабушка или дедушка, или мама, или папа, кто-то говорит: иди-ка сделай то-то или то-то. Как раз используя вот эти вот уже изученные нами в первой части нашего третьего занятия слова, давайте составим какие-то повелительные наклонения из них, то есть заставим кого-то что-то делать. Например, для тех, кто живет в селе, это, наверное, явление очень распространенное. Гаха — это у нас свинья, гахад — это свинье уже, хот ög, гахад, хот ög, гахад, хот ög. Дай пищу свинье, покорми свинью. Гахад, хот ög. Повторяйте эти слова следом за мной, и таким образом ваш язык будет привыкать к произношению нашей родной речи. Авд. Вот здесь как раз-таки используется вот этот пример, о котором я говорил, когда, казалось бы, слово заканчивается на букву «в», и в нем должно быть окончание «т», однако «ав», мы, как помним, имеет неясную гласную здесь, именно гласную. А когда слово оканчивается на гласную, как мы знаем из первого примера, «гахад» мы говорим. То есть, когда слово оканчивается на гласную или на любую согласную, кроме «в», «с», «г», «р», «д» и «т», то будет добавляться суффикс «д».
так как АВ имеет неясную гласную, в Тудобичи, когда оно записывалось, оно писалось так. Абу, ду. Ведь это была буква У, она была гласной. И хотя она и исчезла, слово АВ обязательно будет иметь у себя суффикс «д». Таких исключений достаточно много. Их по мере того, как вы будете углубляться в изучение родного языка, вы примерно их поймете. А может быть, мы сделаем уроки ясного письма и попробуем изучить вот эту систему на примерах уже ясного письма. Итак, АВД — это значит дедушке. Ця-эг. Ця — это чай, эг — это дай. Дай дедушке чаю или дай чаю дедушке. Авд или отцу еще иногда говорят. А вы называют еще и отца, если дети уже достаточно взрослые, а родители, слава богу, живы и имеют уже внуков, то иногда на отца тоже могут говорить. А в калмыки, ну, такова традиция, и это повелось еще не с наших времен, поэтому в первом занятии я сразу говорил, что АВ это либо отец, либо дедушка. Итак, ну, мы будем считать, что это дедушка, итак, поэтому мы скажем АВ это дедушка, АВД это дедушке, цяюг дай чаю. И последний пример, который дательно-местный падеж будет нам объяснять очень подробно, с буквой Т, это ырыт, как мы помним, это айрат. Ырт-т — это айрату или айратам. Калмыки имеют особую такую языковую картину мира, где множественное или единственное число, в отличие от русского языка, контекстуально понимается, то есть по смыслу. Таким образом, ырт это айрат, ырт это айрату, дать или что-то сделать. Оср — это у нас, как мы помним, шнурок. Тяль — развяжи шнурок айрату. Подобным образом, из всех тех слов, которые мы заучили на прошлых занятиях, вы можете составить тоже такие же предложения и тренироваться, произносить, повторять их в присутствии людей, которые более-менее знакомы с родным языком. Это ваши родители, у некоторых это соседи могут быть, друзья, знакомые или еще кто-то. Вы можете повторять их и таким образом учиться тому, как правильно составлять предложения. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы объяснить строй вот этих вот коротких фраз, для того, чтобы объяснить систему, по которой они строятся, давайте вспомним еще раз наш паровозик. Объект, по отношению к которому должно произойти какое-то действие, или явление, по отношению к которому должно произойти какое-то действие, у нас будет вот по нашему уже знакомому примеру паровозика главным. То есть здесь главное, что мы хотим сообщить, а ведь мы были народом-воином, который сражался постоянно, и информацию нужно было доносить настолько четко, что даже наш язык подстроился под это все. И таким образом получается, что первым локомотивом или паровозом, главным вот, движущим, будет у нас объект или предмет, по отношению к которому что-то нужно сделать. Гаха, ав, эрет. Вы не обращайте внимания на соседство, что гаха и аавы стоят рядом. На самом деле это, конечно, понятия совершенно разные, но тем не менее, для того, чтобы проиллюстрировать некоторые вопросы, связанные с функционированием буквы В как окончание некоторых слов, я использовал именно это слово. А других слов пока мы не знаем, поэтому слово гаха у нас было таким вот ярким примером того, что после гласной или после всех согласных, кроме В, С, Г, Р, Д или Т, мы должны ставить букву Д. Вот поэтому такое вот не очень приятное, но и очень иллюстративное соседство имеется. Итак, первым главным у нас будет паровозом гаха, аавы или юрет. Вот этот вот суффикс «д» будет обозначать, что им что-то нужно сделать. То есть по отношению к ним нужно произвести какое-то действие. Но прежде чем мы будем говорить о действии, мы должны сказать, что мы должны им сделать. Хоты — пища. Уже, если даже мы скажем гахады хоты, уже будет понятно, свинье еду. Как вот землю рабочим, а заводы, землю крестьянам, а заводы рабочим. Вот такие вот короткие фразы были в свое время в нашем сравнительно недавнем прошлом. Но здесь мы видим, что гахад — это значит свинье, хот — пищу. А потом уже что сделать надо? Дать эг. Авд — дедушке.
ц, то есть чай. Уже даже может, в принципе, этого глагола «эг» повелительного и не быть, но тем не менее мы должны это учитывать обязательно всегда. Авд, ця, то есть дедушки чай, уже понятно, о чем идет речь. А «эг» это уже как пояснение, то есть в нашем паровозе глагол или слово, обозначающее определенное действие, будет всегда в самом конце. Тот же самый пример мы можем привести и по отношению к третьему нашему предложению. «Эрт» — это айрат. «Эрт» — айрату. Что-то нужно сделать, но прежде чем сделать что-то, нужно сказать что. «Оср» — шнурок. «Теле» — развяжи. Если мы будем говорить старшему по возрасту человеку, то мы, соответственно, скажем «Гахады хоты эктын» — дайте. «Авды ця эктын» — дайте. «Эрты оср тельтын» — развяжите шнурок айрату или шнурки айрату. Вот таким вот образом складывается у нас предложение. Мы всегда должны помнить, что в калмыцком языке вот строй предложения отличается от русского. И это очень важно помнить, ведь таким образом, как по мере того, как вы будете запоминать это, ваше мировоззрение, ваша языковая картина мира тоже начнет меняться, и вы начнете видеть мир глазами наших предков. Дорогие друзья, сейчас мы изучим еще орудный падеж. Орудный падеж это имеет соответствие в русском языке падежу творительному, то есть кем или чем, учителем, молотком и так далее. Вот сейчас мы рассмотрим два суффикса, с помощью которых образовываются слова в орудном падеже калмыцкого языка. Ар и эр. Насколько мы помним с вами, у нас есть такое понятие, как сингармонизм, когда твердорядные буквы, если слово начинается с твердорядной буквы, то суффикс его должен быть точно таким же твердорядным. Достаточно сложно на самом деле говорить, если слово начинается с твердорядных гласных, то достаточно сложно сказать, например, «оср» — это шнурок, «осрер» — это будет сложно, поэтому мы здесь используем суффикс «ар», «осрар» — шнурком, «бох» — завязывать, «керекте» — нужно завязать шнурком. «Ул» — это гора, «улар» — горами или по горам. «Гюх» — бегать, бежать, мы помним это слово из прошлого занятия. «Йоста» — обязан, должен. «Улар гюх» — «йоста» — должен бегать по горам или горами. «Йосар» — «йосн» — здесь, как мы помним, в исходной форме этого слова есть буква «н». Вот когда мы будем склонять это слово по падежам, в частности по орудному падежу, то буква «н» должна исчезнуть. «Йосн» — «йосар» будет, «берн» — «берер» и так далее. «Авх» — «керекте». «Йосар» — «авх» — «керекте». «Йосн» — это закон, традиция, обычай, то, чему мы должны подчиняться. «Ар» — это будет по традиции и в соответствии с этой традицией, в соответствии с этим законом. «Авх» — это брать, принимать. «Керекте» — это нужно. Ну, в данном случае это можно сравнить, например, с свадебным процессом, с церемонией свадьбы, когда нужно взять выкуп за невесту или приданое ее нужно забрать, и нужно это сделать по закону, по традиции, по обычаю. И тогда мы говорим «йосар ауха керекте». «Йосар ауха керекте» будет значить, нужно забрать это по закону, по обычаю и традиции. Таким образом будут по падежам склоняться слова, например, мягкорядные «өрдер» будет и так далее. Мы это больше в принципе, повторять не будем, потому что и так все понятно. В мягкорядных словах, где «им» и «кшик» имеет место быть, используется суффикс «р», а где твердорядный или «ир» и «кшик» мы будем использовать суффикс «ар», «осрар», «улар», «йосар», «өрдер», «келер» там, и так далее. Вот здесь я нарисовал наш уже давно знакомый привычный паровоз для того, чтобы еще раз объяснить, как это происходит. Основа слова, пусть это будет «оср», и к нему добавляется суффикс «ар».
Таким образом, получается, что оср — это шнурок, осрар — это шнурком, örт — это айрат, örder — это по-айратски или айратом. Ну, айратом это, наверное, какое-то очень грубое выражение будет, айратом мы ничего не можем сделать. Очень часто есть в калмыцком языке прекрасное слово «бакши». Давайте запишем его сейчас и запомним. Бакши — это учитель или настоятель буддийского храма. Обязательно нужно отметить, что после буквы «ш» есть неясный гласный «бакши». Мы не мы «бакш» произносим, а «бакши». Так вот, когда часто пишут, или вот от слова происходит слово «мч». Давайте его тоже запишем с вами, для того, чтобы запомнить и повторять его, ведь они будут встречаться нам и на следующих уроках. Мы на самом деле разрабатываем каждый свой урок так, чтобы ни одно из этих слов, неизвестное вам, не использовалось в занятиях. Поэтому по мере того, как словарный запас наш будет увеличиваться, мы будем добавлять многие другие слова. «М» — это лекарство. «Мч», суффикс, который образовывает из слов существительный «мч», это врач. Итак, бакши «мч». Когда часто у нас бывает так, что многие пишут в газетах там, или в журналах где-то еще «мчер көдліне» или «работает врачом». На самом деле это достаточно грубая, не калмыцкая совершенно фраза, потому что это орудный падеж, то есть тот падеж, который показывает кем или чем. В русском языке отличие будет заключаться в том, что в русском языке это допустимо говорить, тогда как в калмыцком языке «мчер», например, көдліхі, работать врачом, достаточно странная фраза. Это значит, что мы взяли врача за ноги и забиваем им что-то или что-то делаем. То есть это неверная фраза, которая появилась в нашем языке под влиянием русского языка. Поэтому так говорить нельзя. О том, как правильно нужно говорить эти слова, мы чуть позже обязательно вернемся и рассмотрим этот вариант в соответствии с тем, как это должен произносить или говорить настоящий калмык, владеющий своим родным языком. Друзья мои, из урока в урок мы учим новые слова, расширяем свой словарный запас, чтобы у вас было больше возможностей озвучивать какие-то мысли, чувства или желания, говоря на родном языке. Сегодня мы подготовили еще некоторое количество слов для того, чтобы вы выучили их и начали использовать в повседневной речи. Итак, давайте начнем. Бичур, бичур, бичур. Бичур — это ручка, как я уже говорил. Если у нас в слове стоит гласная, согласная, а потом еще одна гласная, то вторая гласная протягивается чуть дольше. Бичур. Следующее слово — это слово «харнда». Повторяем за мной каждое из этих слов, таким образом привыкая к произношению слов родной речи. Харнда, харнда, харнда. Харнда — это карандаш, так как в русский язык и в наш язык, родной калмыцкий язык, это слово пришло из тюркских языков, оно очень созвучно и в принципе является двумя версиями одного и того же тюркского слова. Харнда — это карандаш. Девтр, девтр, девтр — это тетрадь. Цасын, цасын, цасын — это бумага. Когда мы произносим долгие гласные калмыцкого языка, хотя на письме мы записываем их, дублируя одну букву, произносить мы должны их протяжно, долго. Цасын — это бумага. Машин, машин, ну это слово, я думаю, все знают, это слово машина. Однако наши собратья на Востоке, в Китае, синьцзянские айраты, алашанские торгуты, внутренней Монголии, собственно, внешней Монголии, той, что мы сегодня называем Монголия, есть эквивалент этого слова, который звучит как тергын, тергын, тергын. Тергын
изначально в древности это была телега, а сейчас, в настоящее время, многие из наших собратьев, восточных собратьев, называют таким словом машину. Поэтому, говоря машин или терген, вы не сделаете большой ошибки. Джола, джола, джола. Как я уже говорил, последнюю букву здесь, так как гласная, согласная, гласная, мы должны слегка протягивать. Джола — это исторически вожжи, которыми управляли лошадью, а сейчас это руль машины. Халг, халг, халг. Повторяйте каждое слово, привыкайте произносить слова родного языка. Халг — это дорога. Терез, терез, терез — это окно. Гер, гер, гер — это дом. В старину это была юрта, сегодня мы перенесли это понятие с юрты на дом. Есть сегодня расхожее мнение, многие говорят сейчас не гер, а гере, но это неправильно. В старинной письменности калмыков, в старокалмыцкой письменности тудубичик, когда это слово записывается, после буквы «р» никакой неясной гласной нет, как нет ее также и в старомонгольской письменности, которая насчитывает почти 8 столетий. Поэтому правильное произношение этого слова будет именно «гер», а не «гере». Нужно это запомнить, и таких слов у нас достаточно много в языке, которые неправильно произносятся сейчас, благодаря тому, что мы перешли с письменности тудубичик на современную кириллицу, где неясные гласные не отмечаются. Следующее слово — это сандал. Сандал. Сандал — это стул. Аг. Аг. Аг — это чашка. Утх, утх, утх — это нож. Серя, серя, серя — это вилка. Последнюю гласную, как вы знаете, мы должны протягивать. Ухр, ухр, ухр — это ложка. На самом деле в разных калмыцких диалектах существует несколько названий ложка, но мы будем брать самое основное, то название, которое сегодня считается классическим. Если в будущем вы захотите расширить свои знания, то вы можете сами поспрашивать у своих знакомых, взрослых людей, как называется ложка на калмыцком языке. И многие вам ответят, что это ухор, а другие скажут, что это как-то звучит по-другому. Но так или иначе, слово «ухр» у нас сейчас является основным, поэтому мы приводим сегодня именно его. И еще два слова из существительных, которые мы изучаем. Ухан, ухан, ухан — это ум, разум. Санан, санан, санан — это мысль или воспоминание. Теперь перейдем к словам-глаголам. Новые глаголы, то есть слова, обозначающие какие-то действия, сегодня мы еще изучим, расширяя таким образом свой словарный запас. Кех, кех — это делать, изготавливать что-то или наливать еще. Есть такое значение у этого слова. Или насыпать. Хот кех — это насыпать пищу. Ця кех — это наливать чай. Көдөлмыш кех — это делать работу. Отх, отх, отх. Вообще исторически в этом слове есть еще вот здесь неясная гласная, но она практически сегодня в современном потоке речи калмыкоговорящих людей практически вообще никак не отмечается. Поэтому мы ее просто отметим небольшой точкой, но следует знать, что она здесь была когда-то. Но это запоминать не надо. Отх — это значит отправляться, выходить куда-то, покидать какое-то место и идти куда-то в другое место. Если йовх — это, собственно, идти, то отх — это отправляться, уходить. Хулдх, хулдх, хулдх — это продавать. Хулдат авх, хулдат авх, хулдат авх — это покупать. Зоксх, зоксх, зоксх — это стоять. Босх, босх, босх — это вставать. Гарх, гарх, гарх — это появляться,
выходить откуда-то, появляться, возникать, еще есть такое значение. Вообще говоря, как я уже говорил это на первом занятии, когда мы говорим слова, то мы произносим букву «г» в первой позиции здесь как букву «г». Писали в комментариях, что она должна быть слегка гортанной, но если мы все вот эти нюансы будем объяснять тем, кто не знает родного языка, то наши уроки затянутся не на 20 и даже не на 50 уроков, а я так предполагаю, что уроков эдак на 100. Поэтому, чтобы не углубляться в какие-то особенности фонетики калмыцкого языка, мы используем именно такое произношение гарх, тем более, что большинство калмыков действительно так сейчас говорят. Гарх — это выходить откуда-то, появляться, возникать, происходить. И поэтому вот такие слова мы должны знать. Дорогие друзья, для того, чтобы еще больше расширить наш словарный запас, мы сегодня выучим на этом уроке еще несколько прилагательных. Прилагательные — это те слова, которые обозначают определенные качества какого-то предмета или явления. Итак, му — это плохой, плохо, плохая, плохое и так далее. Просто му — это обозначение чего-то плохого. Сен — это обозначение чего-то хорошего. Я думаю, что эти слова многие из вас знают. Еще одно слово, которое следует выучить, так как мы знаем слово халг, это слово ут. Ут имеет не ут, а именно ут. Это длинный, значит. И ут, будем произносить его мы. Ахр, ахр. Вот здесь есть такой неясный звук, который иногда в потоке речи вообще даже не слышится уже. Но он когда-то там был. Ахр, ахр, ахр — это короткий. Алевын, алевын, алевын — это шкодливый, балованный, озорной, озорник. Это вот можно по отношению к детям сказать и так далее. Вообще в старину словом алевын, кроме того, что обозначалось понятие балованный, шкодливый, озорной, еще и обозначалось такое понятие, как в степи были ночью, калмыки часто ездили по разным делам по степи, и вот были определенные духи, злобные такие небольшие демоны, которые путали ноги лошади, внезапно она могла стать посреди дороги или создавали какие-то препятствия человеку, просто шкодили, баловались, их тоже называли словом алевын. Алевын значит балованный, шкодливый, озорной. Номгын значит спокойный, тихий. Номгын, номгын, номгын должны произносить мы это слово. Номгын — это тихий, спокойный. Кстати, в калмыцком языке Тихий океан, раньше я где-то читал, назывался Номгын-дала, то есть тихий, спокойный океан. Заканчивая наш урок, я хочу рассказать еще об одном явлении, которое, пожалуй, наверное, уже должны узнать мы с вами. Когда слово оканчивается на гласную, как в этом случае, при склонении в орудном падеже мы же не можем сказать «джола-ар», ведь окончание орудного падежа «ар» и «р», поэтому туда обязательно нужно добавлять вот такой вот, в науке он называется интервокальный согласный, то есть стоящий между двумя гласными. Вокал — это гласная, интер — это посередине. Но здесь мы должны говорить не «джолаар», а «джолагар». Джолагар, джолагар вожжами или рулем. Джолагар. Вот здесь мы всегда должны добавлять вот такой вот звук г. Джолагар — это будет вожжами или рулем. Или пример с мягкорядным таким же словом, то есть с гласными, которые мы знаем как им и кшик. Это серя слово. Серя, как мы знаем, уже это вилка. Итак, серягар будет. Серягар вилкой. Джолагар рулем или вожжами. Серягар вилкой. Серягар итх кушать вилкой. Джолагар, например, ну что делать? Цокх, да, бить. Давайте еще запишем это слово, чтобы знать его. Цокх.
цокх. Цокх – это бить. Так вот, джолагар цокх – это побить вожжами, ну, не рулем, конечно. И сериагар итх – это будет кушать вилкой. И таким образом все слова, которые оканчиваются на гласную, будут в орудном падеже иметь вот эту вот букву Г, о которой я сейчас только что сказал. Дорогие друзья, теперь вы знаете достаточно много слов нашего родного калмыцкого языка. К тому же вы знаете множество правил, с помощью которых вы можете объясняться и понимать, что говорят другие. А поэтому сегодня, изучив эти новые слова, вы стали еще богаче и еще ближе к тому, чтобы изучать, любить, знать и говорить на своем родном языке. Если у вас остаются какие-то вопросы, пожелания или предложения, вы можете писать их на YouTube-канале, где размещены эти уроки. И мы постараемся построить следующие наши уроки с учетом ваших пожеланий и предложений. А теперь, уважаемые друзья, наш урок подошел к концу, а потому, зная, как приветствовать друг друга и как прощаться, мы сегодня изучали это «сен бетн».